Сейчас мы представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей эпидемиологической ситуации в республике. Жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием 50 новых случаев выявленной новой коронавирусной инфекции. По данным Управления Роспотребнадзора, в городе Якутске выявлен 31 случай, в Мирнинском районе в 5, от 1 до 3 случаев зарегистрировано в 10 районах республики. Таким образом, за последние сутки в 14 муниципальных образованиях фиксируется наличие новой коронавирусной инфекции. Во всех этих муниципальных образованиях учреждения здравоохранения совместно с управлениями Роспотребнадзора по соответствующим территориям проводят работу по выявлению контактных лиц и по осуществлению лечения, соответственно, больных граждан. За сутки на территории республики, несмотря на то, что были праздничные дни, за сутки 23 февраля 742 исследования проведено на новую коронавирусную инфекцию. Работали лаборатории по графику, определенному Министерством здравоохранения заранее. Всего за период пандемии в республике сделано и обработано 960 282 теста. На настоящий момент в республике продолжается вакцинация производиться в 44 медицинских организациях, в которые развернуто уже 156 пунктов вакцинации. Создано 110 мобильных бригад. На 24 февраля 2021 года первую вакцину получило 36 635 человек. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно непосредственно в поликлиниках по месту жительства. На настоящий момент приоритет вакцинации отдается гражданам пожилого возраста, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Вакцинация именно этих категорий граждан, а это значит наших с вами старших братьев и сестер, родителей, возможно, облегчит их как течение возможное заболевание коронавирусной инфекции, так и в целом вирусную нагрузку, которая у нас сегодня в республике, соответственно, имеет место быть. Активно у нас получают прививку в Якутске, Валданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Салданских районах. Меньше всего, к сожалению, по данным сегодня медицинских организаций, прививаются в Верхневилюйском, Мирбинском, Сунтарском, Чурапчинском и Горных районах. Мы призываем, соответственно, и население, и оперативные штабы на местах усилить работу, направленную на, соответственно, пропаганду необходимости иммунизации населения и осуществления вакцинирования граждан на территории республики. Сегодня глава Республики Саха-Якутия осуществлял объезд по учреждениям здравоохранения города Якутска, ознакомился с теми возможностями, которые появились у наших медицинских организаций, в том числе и для лечения новой коронавирусной инфекции. И, соответственно, на настоящий момент все врачи, и медицинские работники просят прежде всего и обращаются ко всем гражданам республики о необходимости все-таки продолжения соблюдения тех мер, которые предусмотрены указами главы республики. В связи с этим это даст возможность все-таки не давать достаточно быстро распространяться инфекции, которая на фоне такого видимого благополучия, на фоне видимого снижения все-таки есть у нас в республике, есть в городе. И в связи с этим, конечно же, есть и во всех наших населенных пунктах. Необходимо прежде всего не забывать, что есть ограничительные меры, которые необходимо соблюдать. Отдельно оперативный штаб обращается к организаторам мероприятий, которые на настоящий момент разрешены, в том числе и с 50% загрузкой залов, которые проходят в учреждениях культуры, и, соответственно, с различного рода мероприятиями, которые нам сегодня хочется проводить, особенно в праздничные дни. Обращаем ваше внимание на то, что эти мероприятия, проведение этих мероприятий на территории республики не допускаются. Поэтому при проведении, соответственно, мероприятий с большим количеством народа, обращайте внимание на то, что вы нарушаете указ главы Республики Саха-Якутия. Ольга Валерьевна, спасибо большое.
Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с актуальной информацией к этому часу. Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах выпуска. В России создали интерактивную карту газификации регионов. Новая разработка ученых позволит выводить отработанные ступени ракет на безопасную орбиту, чтобы уменьшить площадь их падения. У нерюнгринских малышей теперь свой глава. В одном из детских садов прошли самые настоящие выборы. Интерактивную карту газификации регионов разработали в России. Об этом сообщили в «Газпроме». Интернет-площадка представляет собой двухуровневый интерактивный ресурс с электронными картами и справочной информацией в разрезе 67 регионов России, участников программы развития газоснабжения и газификации «Газпрома» на 2021-2025 годы, говорится в сообщении. На сайте можно ознакомиться с числом домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых будут созданы условия газификации, а также протяженность планируемых газопроводов. Кроме того, показан объем инвестиций, направленный группой «Газпром» на развитие газификации в стране. 375. 11 студентов Северо-Восточного федерального университета продолжат состязания на Олимпиаде за возможность прохождения практики на производственных объектах «Газпрома». Кроме того, победители смогут заключить договор целевого обучения с последующим трудоустройством и получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру. В студенческой Олимпиаде «Газпрома» соревнуются студенты разных направлений подготовки, ориентированные на инженерно-технические специальности и планирующие свою профессиональную деятельность в нефтегазовой отрасли. Всего от университетов поступило 123 регистраций. Отметим, по некоторым профилям оргкомитетом принято решение организовать завершающий этап в онлайн-режиме. Ученые Омского университета разрабатывают технологию для вывода отработанных ступеней ракет на безопасную орбиту, чтобы уменьшить на Земле площадь их падения. Разработка подразумевает, что все баки будут сухие, а остатки топлива будут использоваться на верхних ступенях для их вывода на безопасную орбиту, а на нижних для уменьшения площади районов падения. Разрабатываемая система будет иметь как экономический, так и экологический эффект. Извлеченное топливо позволит выводить отработанные ступени ракет на безопасную орбиту, уменьшить на Земле площадь падения фрагментов ступеней и повысить массу полезного груза на 5-7%. 10 лет со дня образования отмечает коллектив рентген-хирургических методов диагностики и лечения Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Здесь ежегодно проводят около 4000 операций для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. В прошлом году в рамках модернизации системы здравоохранения в отделении был открыт новый операционный зал, где были установлены самые передовые медицинские аппараты, с помощью которых сегодня здесь проводятся малоинвазивные хирургические вмешательства. Отмечая свой 10-летний юбилей, команда отделения решила обновить свой старый операционный зал, где сегодня идут ремонтные работы. Обновленный зал откроет свои двери сразу же после ремонта, что даст отделению еще больше возможностей для лечения жителей региона. В основном мы занимаемся инфарктами миокарда, это кардиологическим больным. Где-то операция у нас занимает, в основном это 1500 исследований по кардиологии. Из них где-то 60% это лечебный процесс. Это мы устраняем или закрытый сосуд коронарный, или суженный сосуд, который значимый, приводит к тем или иным изменениям миокарда. Вообще, насколько сложная операция у вас? В среднем она занимает где-то от 1,5 часа до 3 часов. В зависимости, какие поражения и какие сосуды. В апреле нерюнгринцам предстоят выборы главы района. Подготовка к ним началась с самых маленьких жителей. Юные воспитанники детского сада «Энергетик» из Нерюнгри выбрали мэра своего города мастеров. В предвыборной гонке на пост мэра участвовали 3 кандидата. Об избирательной кампании, на проценте явки на выборах и их итогах расскажет Екатерина Павлова.
Избирательная кампания по выборам мэра города мастеров проходила в течение 10 дней и была максимально приближена к реальным выборам. Кандидаты в мэры разрабатывали свои предвыборные программы и активно проводили агитацию. Мой девиз – дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни. В детском саду мы проводим много времени, поэтому наши будни должны быть интересными, разнообразными и не скучными. Я бы хотела, чтобы каждый занимался своим любимым занятием. Голосование прошло, как полагается, на всех избирательных участках, группах садика. За ходом избирательного процесса следили наблюдатели, тоже юные воспитанники энергетика. По итогам подсчета голосов ребятам представили нового мэра города мастеров. Им стал Артем Кравченко. Избранный мэр до конца года будет представлять интересы ребят. Здоровые дети, крепкая семья, а значит сильная Россия. Обещаю беречь наш детский сад. Явка на выборах была 100%. В голосовании приняли участие 60 жителей города мастеров. Разница в отданных за кандидатов голосов была небольшая – по 2-4 голоса. Не только дети, но и родители, и педагоги заинтересовались этим, вот такой подготовкой именно в выборы, тем более в преддверии тех выборов, которые будут проходить у нас в городе в апреле месяце. То есть мы считаем, что это очень интересно и полезно. В ходе обучающей игры ребята получили базовые знания в области избирательного права и на практике ознакомились с основными стадиями избирательного процесса. Это совместный проект дошкольного образовательного учреждения «Энергетик» и местной общественной организации корпуса волонтеров района «Добровольцы». Вышли с инициативой на группу компании «Китбург» в город Санкт-Петербург. Они заинтересовались, потому что до этого у них были только кейсы с участием школьников. Или, допустим, младших школьников. С дошкольниками практически никто не работает. Мы такую инициативу предложили, и они поддержали нашу идею. И сейчас мы совместно готовим документы на грант президента до 15 марта и будем пытаться его выиграть для того, чтобы создать на базе нашего дошкольного учреждения своеобразный такой навигационный методический центр, в котором мы можем развивать компетенции или кейсы, которые уже ранее отработаны были практически по всей России, плюс создавать собственные. Сегодняшняя игра «Выборы мэра» – это первый собственный кейс, который организаторы будут продолжать развивать и вводить в массы. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Начать свой бизнес во время пандемии – непростая задача. Между тем, есть в столице перспективные предприниматели, которые не испугались рисков, а наоборот, во время пандемии их бизнес пошел в гору. Среди них грумеры. Это те люди, благодаря которым хозяева приводят своих животных в ухоженный вид. Стрижка шерсти, ногтей, проверка зубов, мытье, укладка и покраска. В общем, любой каприз владельцев готовы выполнить работники грумер-салонов. В Якутии эта профессия только начинает набирать популярность, вместе с тем входит в топ профессий, не требующих больших вложений для ее создания. Между тем, чтобы стать грумером, требуются не только определенные навыки парикмахера, ветеринара и стилиста. Грумеры утверждают, что без любви к четвероногим и без знания психологии животных овладеть этой профессией просто невозможно. Любовь к животным переросла в профессию, скажем так. В первую очередь, это все-таки удовольствие, да? В первую очередь я получаю удовольствие, да. Когда тебе приносят собачку, ты сначала чувствуешь ее, устанавливаешь психологическое такое доверие. Если собака тебе доверяет, то она ведет себя на столе прекрасно. Есть собаки, которые приходят первый раз, стрессованные. Это самые тяжелые собаки, но буквально 2-3 раза они приходят, они понимают, что ты с ними ничего страшного не делаешь, потом они становятся нашими любимыми клиентами. К этому часу пока все, но развитие событий мы расскажем в следующих выпусках новостей. Не переключайтесь.